В УИК 11.05 поступило 4 заявления для голосования вне помещений. В этой связи члены ряда участковых избирательных комиссий совершают объезд граждан, изъявивших желание проголосовать на дому. При этом соблюдаются все санитарные нормы. Для голосования вне помещений поступило 4 заявления. Начинаем процедуру. Заявления в основном поступают от лиц с ограниченными возможностями здоровья и от пожилых людей. Согласно закону, такие граждане вправе голосовать на дому. Самое главное, здесь должны соблюдаться установленные правила. Так как это пожилые и больные люди, то участковая комиссия постарается создать хорошие условия, создать максимальную среду для хорошей работы комиссии. У избирателей, в свою очередь, сегодня только одно желание – жить в спокойной, процветающей стране. Мы живем надеждами, что у нас каждый год в Кыргызстане, мы здесь родились, выросли, что у нас будет стабильность, что у нас будет все классно. Шайлоо тынч өтсүн, кыргыз элибиз жогоруласын, келечеги кең болсун. Благополучие в Киргизстане, дружбу народов. Вот это самое главное. Отметим, миссии наблюдателей от СНГ ведут мониторинг голосования вне помещения для голосования на досрочных выборах президента и референдуме по определению форм управления Кыргызской республики. Наблюдатели от Содружества вместе с членами участковых избирательных комиссий совершают объезд. Поступало различное количество сообщений о том, что в процессе голосования вне помещения возможны разного рода фальсификации, подтасовки, что голосовать могут дважды, либо голосовать могут не те люди, которые подавали заявление, либо заявления могли быть поданы не в соответствии с действующим законодательством. Вот эти все сообщения мы сегодня старательно проверяли, мониторили, и ни одно из этих опасений не подтвердилось. Мы абсолютно можем с уверенностью констатировать, что все те граждане, которые сегодня в нашем присутствии проголосовали вне помещения, это действительно были те люди, которые нуждались в этом. Особое внимание уделяется процедуре идентификации избирателей, соблюдению тайны голосования, а также норм санитарно-эпидемиологической безопасности. Участковая комиссия работает, все необходимое уже готовится, СИЗы, средства индивидуальной защиты есть, аппаратура есть, также голосующие у нас присутствуют дома. Всего по стране более 21 тысячи кыргызстанцев изъявили желание голосовать на дому. Из них 3803 гражданина – это бишкекчане и 4535 человек – это жители города Ош. Кундуз Кадатаева, Джандель Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.